В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Дороги и показатели развития. Проложено уже более 1 километра. Реконструируется автомагистраль Гудеремес-Кадиюрт протяженностью 5 километров. О высоком качестве покрытия и сроках сдачи объекта. Искусство побеждает. Что, не спится, моя хорошая? Как красиво, а давай не будем спать. Спектакль Курчалоевского театра «Два белых голубя» стал обладателем гран-при 8-го Всероссийского фестиваля семейных любительских театров. О чем было представление и что хотел донести режиссер-постановщик. Итак, начнем с главной новости. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опроверг слухи, разгоняемые вражескими пропагандистами, о том, что якобы под Лисичанском погибли сотни чеченских бойцов. Глава республики отметил, что на самом деле все с точностью наоборот. Спецподразделения региона не просто удерживают свои позиции, но и планомерно продвигаются вперед, уничтожая бандеровцев и захватывая новые трофеи. Мы этих шайтанов не оставим, даже закончится спецоперации или военные события, мы не хотим и не желаем останавливаться. Нам Всевышний дал возможность воевать с ними, и мы дальше хотим продолжить свой путь до европейских государств, пока они не станут на колени, не извиняться перед Всевышним, перед мусульманами за то, что они сжигали Кораны, рисовали корректуры пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пока они не станут на колени, мы не хотим останавливаться, мы не боимся вас, мы не боимся ваше оружие, Мы, каждый, кто умрет, попадем в рай, а вы, в ад. Вы сами знаете об этом, поэтому я призываю всех мусульман, всех кавказцев, чеченцев, вы что сидите, давайте, собирайтесь, создавайте батальоны, полки, я буду вас снабжать, одевать, вооружать, вы должны воевать, отстаивая интересы, нашего, любимого пророка, Корана, государства, суверенитета, народа, религии, традиции, обычаи, семейные ценности, И вы кто, если вы сегодня не станете, на этот путь, против этих шакалов, против этих шайтанов, против этих сатанизма, фашизма, вы кто, как вас звать тогда, что вы скажете своим детям, Вы же плакали, миллионный митинг был, в центре города, это что, формальность была, это что, вы что, обманывали, самого себя, что ли, Каждая мать, каждый отец, каждый должен отдавать своего сына за то, чтобы отстаивать интерес мусульман. Когда пророк бился, саллаллаху алейхи вассалям, на войне, когда погибали его близкие, окружение, защищая его, хотя они знали, что с ним ничего не случится, А что, это пример для нас, Эй, проснитесь, будьте мусульманами, будьте мужчинами, У нас должно быть не 1000, не 10 тысяч, не 20, не 100, а сотни тысяч, Мы просто без оружия должны забирать европейские государства, Я вас уверяю, что это так будет, Мы еще не начинали, мы еще не начинали призывать к джихаду наших братьев-мусульман, И поэтому эта война священная война.
Это война священная. Я мечтаю умереть в этой войне, чтобы мои дети умерли в этой войне, да, священной, да. Но мы умрем только когда мы вас уничтожим, да. Так что у нас, алхамдулиллах, есть иман. Хвала Всевышнему, что дал нам иман, стать на путь этот. Спасибо нашему президенту, что он законом, да, он охраняет, да, он все это. Поэтому Аллаху Акбар, Ахмад, сила, победа за нами. В Саудовской Аравии началась Умра. Духовное управление мусульман региона организовало вылет первого прямого рейса Грозный-Джидда. Малое паломничество является искуплением от грехов и испытанием веры и духа через путь к святыням ислама. Адам Магомедов с подробностями. Каждые 2 недели проводятся отправки паломников прямыми рейсами для совершения умры. Ближайшая пройдет 12 ноября. Всего 187 мест в священных городах верующие смогут посетить все памятные, исторические и религиозно значимые места. Стоимость поездки составляет $1500. Целых 14 дней желающие смогут провести в священных мусульманских городах. А условия максимально комфортные, ведь их ждет прямой авиаперелет туда и обратно, 4-звездочная гостиница в Медине и 5-звездочная в Мекке, опытный гид-руководитель, 4-местное размещение и, конечно же, хороший врач. Документы оформляются в Духовном управлении мусульман Чеченской Республики, которое находится по адресу проспект Хусейна Исаева, 92. Из бумаг требуется только загранпаспорт. У нас есть свои странички и аккаунты во всех распространенных социальных сетях, на которых можно найти информацию полностью о нашей деятельности. Люди могут там найти наши номера, позвонить, обратиться. Предыдущий рейс состоялся 31 октября. Верующие находятся в священных мусульманских городах, где узнают множество полезных исторических знаний, а также факты жизни пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Основные религиозные обряды умры проводятся на территории Мекки. Совершение паломничества служит искуплением грехов, а награда за нее соответствует пройденным трудностям. Оно также ведет к нравственному обогащению человека и позволяет расширить кругозор. Адам Магомедов, шейх Мансур Умалатов, Харан Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Автодорога Гудермес-Кадиюрт реконструируется. На объекте идут работы по укладке асфальтобетона. Он поможет повысить пропускную способность. Мадина Кураева выясняла сроки сдачи и качество покрытия. Дорога протяженностью 5 километров находится между Гудермесом и селением Шуани. Ее реконструкция решит много прежних проблем. Пыль, грязь и ямы останутся в прошлом. протяженность. Артикл جو يورتل نيا يشوتش نيق بيخلي проблем دازوغا دا يورتل جناغنا دا يورتل بول تشخ اش بول جناغن شانغلر جيمسيوان حوار داوادي проблем ير مسار اول ديل ريزغلا ديل ريزوندا ملاتشناغ. Строительство новой трассы начато летом этого года. Весь процесс ремонта идет согласно намеченному графику. На данный момент рабочие укладывают первый слой асфальта, который произведен по новому ГОСТу в соответствии с современным требованиям и нормам. Проложено уже более 1 километра. Ширина дороги составит 10 метров. Она будет двухполосной. После укладки асфальтобетонного покрытия здесь установят знаки и подведут дополнительные коммуникации. По плану работа ведется очень аккуратно и хорошо. Задействовано в пределах 60 количество техники и рабочих около 30 человек. Позитивным переменам рады жители и водители, которые часто проезжают по трассе. Прежняя дорога создавала ряд трудностей, делятся они. هنزون جو دقي دوش سمو دورش عاش دق ما دورة ديل ريز القود أخاك شمال جان ديل عيونش ديولش لثلاث شيء يوم شوك شيء يشتبر هن جودان بدوش كاماي شو ديك بيلش بول.
Сейчас дорога закрыта для пользования, а полноценную нагрузку она примет в следующем году. Стоит отметить, что реконструкцию проводят за счет средств из регионального бюджета. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Обновление материально-технической базы и образовательных учреждений Курчалоевского муниципалитета продолжается. Очередную акцию провел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Учебным заведениям раздали новые интерактивные доски с проекторами, компьютеры и многое другое. Подобные акции организация проводит на регулярной основе. Хотели бы выразить слова благодарности за систематическую помощь, оказываемую образовательным организациям, президенту общественного фонда Эмани Нисины Кадыровой, и выразить слова благодарности за постоянную помощь нашему району, а именно образовательным учреждениям, потому что эта помощь не первая и, думаем так, не последняя. Помощь поступает систематически. В стенах телеканала «Грозный» состоялась выставка «Героя нашего времени» заслуженного художника Шервани Уциева. Тематика картин – чеченские бойцы, участвующие в спецоперации на Украине. Их отвага, мужество и самоотверженность не могли не вдохновить на творчество, отметил Шервани. Медина Мударова соприкоснулась к высокому и вечному. Герои нашего времени. Название выставки говорит само за себя. Здесь представлены работы заслуженного художника республики Шервани Уциева. Поддержку чеченским бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. На портретах изображены герои современности, среди которых первый президент Чеченской республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров и глава Рамзан Кадыров. Ведь именно эти люди стояли во главе борьбы с терроризмом. Также здесь изображены и бойцы, защищающие свою родину от нацистов и фашистов. Мимо этих работ сложно пройти. Художник сделал все, чтобы можно было проникнуться духом времени. Они выполнены в разных техниках, к примеру, вот это при помощи такой бумаги, как паталь серебряного и золотого цвета. Это очень трудоемкий процесс, который занял около 2 недель. Творчеством Шервани занимается 11 лет. Несмотря на то, что он живет за пределами республики, любовь к родному краю не угасает ни на секунду. Я живу в республике Калмыкия, а сюда приехал, потому что очень люблю свой родной дом. Эта выставка посвящается нашим бойцам, которые проводят спецоперацию, защищают наш дом, оберегают нас, чтобы был мир во всем мире. В торжественной церемонии открытия выставки принял участие помощник главы региона, министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, а также руководители и представители региональных СМИ. Перед началом Шервани Уциев подарил одну из своих работ телерадиокомпании «Грозный». Знак моего уважения к нашей республике хочу подарить вам такую картину. Ахмед Дудаев пообщался с молодым художником и рассказал о важности подобных мероприятий. Спецоперация в поддержку спецоперации از اوکراینچی از دنباس عبالنا یا نوچه شو عطوان بولش خنیا خوز آخر بولوی با آخر خوش تنز بال بولش خیل قیسم بات اینسا تشبوی ات بلو американский западный идеологии развивать распространять яш полнах церт а украинчество бал бат церешей идеологию цар в дуне де сагыл кылзадиез ол адат дин хума кылзадиез от всех традиций шабулнах оторвать побез больше да уж идеологию أتون دعلا توش قيسم بوي وي بجري دال ملاحتيجا غاز بو تعبو دوق جها تعبو هو نوقش شو عبول ملخ كيجي حلق شرواني سنبول سبيشاليست ثم قيتش بو إذا ديل أنا خيتم بو وين تغنا وي دين ديز وي غير قوف ديز وي أعمد حاجة نيق يعدو ده غاز وطوبل وي كوتش حكمان يعدو. Находясь на поле боя, не обращая внимания на полученные повреждения, военнослужащие продолжают выполнять все поставленные задачи. И важно, чтобы, совершая подвиги, они понимали, за ними страна, народ, и что бы ни случилось, их не бросят. Медина Мударова, Сейдамин Мусаев, Сейдамин Дудмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Семейный любительский театр из Курчалоя стал обладателем гран-при 8-го Всероссийского фестиваля «Сказка приходит в твой дом». В финале боролись творческие коллективы из 40 регионов страны. О чем был спектакль и что хотел донести режиссер-постановщик, расскажет Адам Магомедов. Мужчины отточили свои сабли и оседлали коней. Я не имею права поступить по-другому. Почему-то я уверен, что ты меня правильно поймешь.
«Два белых голубя» — так назывался спектакль любительского Курчулоевского театра «Добрая сказка», который стал обладателем гран-при 8-го Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом». Коллектив победил в 2 номинациях: «Лучший национальный спектакль» и «Лучший спектакль о нравственности», а также был выигран главный приз мероприятия «Хрустальная маска». История рассказывает о молодом чеченце, который, оставив свою родню, любовь, отправляется на зов родины, дабы защитить ее от врага. В ходе событий он вдруг попадает в плен, где проводит целых 10 лет, однако в конце концов возвращается домой. История пропагандирует основы нравственности, духовности и патриотизма. Сценарий к постановке написала руководитель театра Яхади Султанова. История получилась очень интересной и трогательной. Стерев грань между реальностью и вымыслом, она смогла вызвать самые настоящие эмоции у зрителей. Человек, который начинал играть эту роль, он сразу включался, и роль сразу же вживался в эту роль. И этот персонаж сразу же оживал. Это было удивительно. Те, кто присутствовал в зале, они отмечали, что зрители, они вот прям навзрыд плакали, когда смотрели этот спектакль. Раузат Висханова стала самой молодой участницей постановки. Для нее это был первый опыт в актерской профессии, однако с этим она отлично справилась. Я зову, так и скажи, что ты ждешь, пока я засну. Что, не спится, моя хорошая? Как красиво, а давай не будем спать. Работа была создана благодаря совместным усилиям отдела культуры и образования Курчулоевского муниципального района. В фестивале участвовали творческие коллективы из 40 регионов России. Они продемонстрировали постановки, прививающие нравственные ценности, которые лежат в основе семьи. Адам Магомедов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Состоялась премьера спектакля «Петр Захаров. Чеченец из дади юрта» на чеченском языке. В драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова собрались жители и гости региона. Режиссером новой постановки является народный артист России Руслан Хакишев. В пьесе отражено становление Петра Захарова как художника, его встреча с историческими личностями и любовь к своему народу. Драматургический материал был основан еще и на произведениях писателя Канта Ибрагимова и Алауды Мусаева. Для нас это, конечно, значимо, и мы очень горды и счастливы, что в афише Чеченского театра есть такой спектакль. Но я не могу не сказать, что год назад наш министр культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановна Кадырова, она предложила мне поставить вот такой спектакль академики-художники Петре Захарове на чеченском языке. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.